По заверению специалистов, эти выходные все-таки стоит провести дома, ведь оказаться на этом самом месте можно просто выйдя во всемирную паутину. Как? А вот так. Для жителей Ингушетии доступен 3D-тур по Магасу. Подняться на башню Согласия одним кликом мыши, заглянуть в резиденцию главы и оказаться в зале славы, оформленный по образцу Георгиевского зала Кремля. И даже начать головокружительное путешествие по горной части Ингушетии, где открывается сказка. Если добираться до Столовой горы нужно как минимум 8 часов, то в виртуальной реальности достаточно всего лишь пару секунд. А еще можно открыть список и найти все, что интересно. Обзорные виды, ущелья, знаменитый храм Тхабаерды, Экачожинский водопад, Вовнушки, Пялинг. А мне, как представителю Тейпа Калоевых, интереснее всего посмотреть на свое родовое селение Кели. Так вот, на карантине у нас с вами есть время, чтобы получше узнать историю и интересные факты о своих родовых башнях. Ингушетия сквозь века. Легенды гор. Не входя из дома, можно посетить и музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Выставка экспонирует древнейшие архитектурные башенные комплексы Ингушей. Святилища, древние храмы, склепы в горах, уникальные находки, сохранившиеся до наших дней. Первый ряд обеспечен даже в Большом театре. «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Царская невеста», «Щелкунчик». Онлайн-премьеры меняются каждую неделю. Искусство, не выходя из дома и совершенно бесплатно. Проект «Третьяковка дома» дает возможность насладиться творчеством великих художников. А те, кто планировал этой весной посетить Эрмитаж, но не получилось, не расстраивайтесь. На сайте запущен интернет-проект, который рассказывает о выдающихся произведениях искусства, культурных и исторических артефактах из коллекции музея. Позволяет в деталях рассматривать великие творения прошлого из собрания Эрмитажа, погрузиться в культурный и исторический контекст, узнать скрытые от глаз посетителей секреты музейных экспонатов, заглянуть за обычно закрытые двери музейных хранилищ и реставрационных лабораторий. Малахитовая и золотая гостиная, малиновый будуар. Эти интерьеры сохранились до наших дней. Начало знаменитой художественной коллекции Эрмитажа было положено в 1764 году, когда императрица Екатерина II приобрела 225 произведений западноевропейской живописи. Доступен для зрителей и зоопарк. В режиме реального времени через веб-камеры можно наблюдать за жизнью удивительных животных. Вот, например, у этой панды вся жизнь проходит, как наш с вами карантин. Доступны к онлайн-просмотру не только российские, но и мировые хранилища бесценных экспонатов. Самый главный плюс – все это работает круглосуточно и без билетов. Лувр, Эрмитаж, зоопарки и галереи можно посетить просто сидя на диване. Главное, чтобы был интернет. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.